Почему цены на мясо и муку такие высокие? И как это отразилось на потребительской способности граждан? Об этом сейчас мы расспросим продавцов и покупателей Ошского рынка. Пештен болот өзүнүн пияз бар, помидор бар, бардык эле бар. Ошо мына жүзүм бар, 60тан сатып атабыз оны. 65тен, 70тен. Кандай өтө атабы? Өтүп атат, бардык эле жакшы эле кетип атат. Эми кымбатчылыкты эле эме кылып атат эми. Ал кайткы? Бул эмеден келет, Шамал сайдан келет эми. Мына жүзүмдөр бар, мына кара жүзүм бар, ак жүзүм мына. Это по 30, это по 25. По 25. А почему это дешевле? Это сорт другой, да? Желе, еще помельче. А это все местное или привозное? Местные. А морковка? По сколько? Морковка по 35. Как вообще люди покупают? Да, нормально. Слава богу. Ну, то, что говорят, возможно, цены выросли, люди меньше стали Сейчас покупать. снизились. По Уже. 35. Кукуруза сколько? 25 и 50. 25. Это уже понижается цена на нее. В этом году кукуруза очень дорого. Очень дорого? А почему такие цены? Не знаю. А в прошлом году сколько было? 5-6 было, да? 5-6. В этом вот 25, да? Да. Летом 25-20 было. Уже подорожали. Арбуздун баасы азыр средний 10 сомдон болуп калды. Основной өзүбүздүн чуйский дальнядан келет. Өзүбүздүн чуй арбуздары. Буга чейин түштүктүн жаллап аттын арбузун сатып аттык. Шамал сайдыкын. Азыр эми августтан баштап өзүбүздүн Чүй областынын дарбуздан сатып атабыз. Жакшы бышкан, жакшы дарбуз отборный болсо, анда баасы кичине бир 2 сом кымбатыраак болот. Ну вот вообще повышение цен на мясо, на картошку как-нибудь отразилось на вашем рационе? Конечно, конечно. Что вы стали меньше покупать? Картошка дорого. Вот помидоры, огурцы подешевели, вот хорошо стало. Тут немножко витаминчики. А так картошка 30 сом тоже дорого. А вот в сравнении с прошлым годом вы меньше стали покупать? Меньше стали покупать. И арбуз дорогая, и дыня дорогая. Все дорого. Все дорого. Картошку часто берете вообще? Картошку часто. А про морковь молчу. Мы здесь уже достаточно походили по рядам Ошского рынка, и можно сделать вывод, что цены везде плюс-минус одинаковые. Картошка по 25 сомов, 30. А продавцы говорят, что она скупается. Покупатели жалуются. Несколько людей нам говорили, что свекла дорогая, и картошка по 30 сомов очень сильно бьет по кошельку. Ужасно, потому что у меня пенсия, молодой человек, всего 3000. И что я могу себе позволить? Вообще не укладываетесь. Вообще, вы знаете, это ужас. Для меня это все ужас. Мамалар 440. Сemiz mal kımbat olmayın. Etin жақсы olsa alat eкен. 440, 450, 460. Вы знаете, конечно, рост цен на продукты это всегда зависит от сбора урожая, если мы говорим об овощных культурах. А если, допустим, мы говорим о мясе, то это зависит, конечно, и от стоимости кормов, и, конечно, от стоимости непосредственно самого скота, а также наличие дефицита. В основном рост цен, он порожден дефицитом на те или иные продукты. Поэтому рост цен будет зависеть только от объема, то есть от спроса и предложения. Если есть
предложение, оно большое, то, конечно же, это очень хорошо, и поэтому в этом случае очень редко такой огромный рост. Но, к сожалению, мы это пока сейчас не можем сказать, будет ли рост цен или не будет, потому что мы еще не знаем, какой будет сбор урожая. И также мы, учитывая, что импортозависимая республика, мы не знаем, что ждать нам непосредственно от наших поставщиков извне.